Еще один пример октав. Вот Мендель. Да. Значит, в чем тут, для того, чтобы избежать технических недостатков, надо опять-таки дослушать каждую октаву до конца и избегать лишних взмахов рук, которые приводят к поверхностному звучанию и техническому неудобству. Вот, а многие так стараются играть. Ну, может, не так коряво, как я, но во всяком случае вот таким приемом. В то время как все очень просто. Это дослушать, до конца. А в то время, когда мы переносим, играется левое. В то время как переносим левую, играет правое. То есть они увязаны. То есть таким образом. Понятно, я объясняю. Не так. Теперь здесь немножко спокойнее. Потом эти остановки будут уменьшаться и превратятся просто в фразировку в такую. Но это значительно облегчит, чем так. Понимаете? В этом есть даже и фразировочный какой-то смысл. Вот. Если взять другие примеры такого же порядка, вот, скажем, очень перекликается. Не нужно играть так. Ведь мелодичность этого места, несмотря на быстрое чередование, оно мелодичное место. Оно складывается из того, что левое переходит в правую, правое, а правое в левое. Не так? Значит, мы играем как бы легато. То же самое, вот, скажем, вот тарантелла листы. Есть там такой пассаж. Нельзя играть так. К чему я все это свожу? К дослушиванию. Это дослушивание, это. Дослушать каждую и технически становится значительно, в 10 раз легче и звучит лучше. Вот такими примерами, в том числе и вот в этом. То есть просто и брать за Не так. все-таки мелодический где-то материал. Все-таки да, он на первом плане, мелодический материал, правильно. Вот подобные методы работы, они развивают слуховой контроль, так как в преодолении. Почему они развивают слуховой контроль? Потому что в преодолении любых пианистических трудностей направляет внимание ученика на звуковую сторону. Поэтому они развивают слуховой контроль. Значит, получается так, что прежде всего нужно искать во всякой трудности музыкально-звуковой смысл, который нарушен. Если мы его найдем, вот это подтверждает и слова Гофмана, и Гумнова о том, что если картина ясна очень, представление ясное и слуховой контроль на месте, то пальцы будут без затруднений выполнять все, что мы хотим. Это в идеальном случае. Вот так я бы ответил на это.